Тепло приветствуем вас, дорогие телезрители. В рамках очередного интервью мы пригласили главного тренера, а если быть точнее, уже бывшего главного тренера футбольного клуба «Регар Тодаз», человек, который начал сезон с этим клубом, готовился к Лиге чемпионов, Туирджона Мумирова. Туир Рамджанович, добро пожаловать к нам в студию. Понимаю, не самые теплые ваши представления, что бывший главный тренер, но тем не менее это эксперт, это человек, который работал с огромным количеством клубов, достигал больших высот на тренерском поприще, и сейчас у нас есть возможность обговорить все те моменты, которые остаются за кадром работы с Регар Тодазом. Начнем с самого важного и самого актуального. Вы покинули Регар Тодаз. Вы подали на отставку, либо же вас попросили уйти с команды? Понимаете, та аура, та атмосфера, которая была вокруг команды, и тот негатив, который был со стороны болельщиков, и у меня очень хорошие отношения с болельщиками Равшана, например, того же Хосилота, даже если я там не работал, в Истаравшане. Но тот негатив, который был в Регаре, он очень сильно влиял на это, да, на атмосферу внутри команды. И если взять в целом те матчи, которые команда провела, как тренер я был игрой доволен. Было новшество, было то понимание, к чему мы ходили, к чему мы шли. По игре это все было, но не было немножко, так сказать, удачи, аура. Аура отсутствовала, удача отсутствовала, поэтому мы с директором клуба, с Гойбали, мы пришли к мнению, что, наверное, если в этом вина, если моя вина в том, что я нахожусь сейчас у руля команды, и если мой уход решит проблему, решит вопрос побед для команды, да, лучше нам расстаться во благо команды. Поэтому здесь никаких претензий к руководству клуба или такого у меня нету. Хотя, знаете, есть немножко осадок, когда говорилось о том, что команда будет строиться постепенно. Это постепенно, это значит, сейчас во главу угла стоял вопрос о том, чтобы сделать сбалансированную команду. Значит, когда я пришел в команду, это был собранный коллектив. Практически я взял только одного Самандар Кадырова, это нападающего. На сборах в Ташкенте мы взяли его, остальные ребята это были в команде. Да, это заслуга прошлого года, то, что команда выиграла Кубок Таджикистана. Ну, я еще раз говорю, это прошлое, это история. Сейчас нужно было создавать команду по Лигу чемпионов. И несоответствие некоторых игроков, которые были в команде, ну, естественно, игроки, которые не попадали в состав, или они понимали, что, возможно, после первого круга покинут клуб. И вот это, все это было внутри команды, и вот этот негатив, помимо болельщиков, и еще изнутри в команде это тоже происходило. Игрок получал мало игрового времени, был недоволен, и атмосфера потихоньку рушилась. Кстати, под объектив камер попала одна ситуация, где происходят разборки у техзоны Регар Тодаза. Это был, по-моему, последний ваш матч во главе команды. Рустам Ризоев поссорился с Фирузом Бубиевым. Нет, там не было никакой ссоры, понимаете. 85-я минута, и Рустам Ризоев сделал замечание Асылбеку Тимирову, когда тот якобы получил травму, сидел на поле, потом мы ему сказали, надо встать, надо играть. И в этот момент он после какой-то паузы, определенной паузы встал, вышел, нарушил всю структуру позиции при стандартных положениях, да, и игроки начали теряться, хотя у каждого было на данный момент было конкретное задание, да. Ну, и получили гол, Даврон забил гол, и вот это все повлияло, понимаете, 85-я минута, проиграть матч, это было очень хорошо. Вопрос в том, что вот эта ситуация, скорее всего, отражает
атмосферу, которая присутствует в Тот команде. негатив, который был в команде, да, я согласен, то, что это показывает. А насколько обидно вам 8 матчей, 8 очков, причем при симпатичной игре. И вот как только вы ушли, начинаются результаты, положительные результаты. И такое ощущение, что в динамике эти результаты даже с вами бы пришли. Но вам не дали того срока, который обещали. Обидно ли? Осадок есть, понимаете, и те игроки, наверное, на матч с Холбуком, когда они вышли, я смотрел этот матч, и выйдя на матч, они, наверное, хотели доказать, наверное, прежде всего мне, например, да, как тренеру, вот ты нас недооценивал, а мы вот проявили себя, да, такой тоже есть. Бывает момент, что когда тренера убирают, и команда как-то поднимается духом, хочет доказать, что мы не виноваты, виноват тренер, да, это тоже есть. Это в моменте. Это в моменте. А давайте, если проведем все анализ так вкратце, анализ матча, да, смотрите, игра с Истиклолом. Идет равная игра, особенно второй тайм, когда мы перехватили преимущество, но ненужный пенальти, который был со стороны Каландарова. Вообще никакой угрозы не создается. Привоз. Игра с Исхатой. Защитник, легионер. На ровном месте, когда в позиции 4 защитника в структуре стоят, и один Зарипов стоит и никакой угрозы не составляет. Игрок просто привозит мячик, и мы получаем гол. Он хотел его обыграть. Я не знаю, что он хотел. Погодные условия, непогодные условия, это тоже с нашей стороны привоз называется. Да? Игра с Кулябом, мы играем, защитник, опять же, легионер. Когда игрок Шудибек, Шуди Муродов находится внутри штрафной площадки, он в окружении защитников, да, он не может целенаправленно ударить по воротам, да, его защитник просто сбивает и облегчает задачу для Равшана, и они забивают нам пенальти. И взять последнюю игру ЦСКА, это вообще нонсенс. На 3-й минуте матча, да, Пани Мануэль, вратарь, привозит гол, да. После этого команда ЦСКА закрывается, играет 87 минут с добавленным временем у себя в обороне, и мы просто не смогли забить гол. Ну, опять же, я говорю, это все сейчас, если так говорить, сама структура игры, сама динамика игры мне нравилась. Один осадок еще остается в том, да, то, что было с Вахшем, то произошло в этом году с Ригаром. Я понимал, что переход из обороны в атаку, здесь нужно связующее звено, опорный полузащитник. Хороший, умный, с головой, с пасом. Этого опорного полузащитника не было. Мы взяли игрока. Мы взяли, заявили игрока, у него какие-то были проблемы с документами. Взяли, не глядя. Кого? Ну вот новый игрок пришел, сейчас в Ригаре он вышел с Холбуком на 15 минут. Я очень надеялся, что этот игрок придет и вот эту связь сделает мне между линиями, да. К сожалению, я ушел, а этот игрок пришел. Но дай бог, чтобы я не ошибся, что в этом плане, что этот игрок нужен был команде, и этого игрока не заявили, и сейчас, может, этот игрок принесет пользу команде. Были ли футболисты в команде, которые не были солидарны с вашим видением футбола и хотели бы вашей отставки? Не знаю, я не могу сказать, что происходит внутри, но, естественно, как я сам бывший футболист, да, те люди, которые не попадают в основной состав, в обойму, да, в основной состав, и не хотят довольствоваться тем, что у них мало игрового времени, конечно, они будут проявлять недовольство, они будут ставить интриги, поэтому это было, есть. Нет ли ощущения, что роль футболистов в вашей отставке тоже есть? То есть они могли бы вас, говоря современным сленгом футбольным, вас слили? Нет, я так не хочу думать. Если взять такой момент, знаете, в бытность... У меня был один момент такой, я еще был футболистом в Андижане, когда главный тренер Сергей Шевченко был, и как-то президент клуба говорит о том, что мы его убираем. По каким причинам? Ну, мы просто убираем и все. Я говорю, вот у нас есть
количество игроков, особенно мы легионеры, приезжие игроки, которые не с Андижана были, а с других мест, вот мы категорически против. Мы за этого тренера стоим горой. Я думаю, здесь вот просто была бы интересная ситуация, да, когда если футболисты сказали, остановитесь, стоп, давайте еще дадим шанс, например, пусть человек доработает. Ну, такого не было. Но самое, знаете, вот сейчас пришел Алишер Тухтаев. У нас хорошие отношения, все это. Я ему желаю, конечно, плодотворной работы. Но та аура, то негатив, та третья сила, которая сейчас хочет, например, взять команду в свои руки, да, оно так и будет. Алишер выиграет 3 игры, на 4-й матч, если он проиграет матч, это повторится одинаково, то, что было со мной. Это сила, которая руководит сейчас, да, ну, смотрите, Равшан, у него 20-30 тысяч болельщиков, да, и Старовшан то же самое. В Ригаре, ну что болельщики там, ну, приходят 2-3 тысячи, ну 4 тысячи максимум, да, болельщиков. И там определенная толпа, ряд болельщиков, которые руководят, да, вот они вот и будут кричать. Если неудачный результат, давай, вот то и Стефо. Ну это же нормально. Нет, это нормально в каком плане? Я им предложил, была встреча один раз с болельщиками, я говорю, давайте соберитесь. Соберите, вызовите меня, тренера, да, вызовите игроков. Что не хватает для победы? Что надо сделать и как исправить ситуацию? Никто не пришел. Мы могли бы найти концепцию, да, найти какой-то общий язык, да, и как из этой ситуации выходить. Мы имеем в командах, сейчас в высшей лиге Таджикистана, да, сколько команд мы имеем с армией болельщиков? Если взять Равшан, Истаравшан, Косилот, Хаджент. Холбук считается? Холбук, да, будем считать. Холбук все равно есть болельщики, команда вышла в этом году. Вахш, да. Это есть болельщики, да. Вот, ну и Стекло мы не будем брать, потому что Стекло это международная арена, где всегда есть болельщики, на внутренней арене там болельщиков болельщики нету, любых клубов идут болеть за Стекло на международной ЦСКА арене. то же самое. Барчи то же самое, да, вот эти клубы, у которых нет болельщиков. Значит, здесь атмосфера намного проще. Здесь никто не будет кричать Черевченко в отставку или тот в отставку. Очень хорошая ситуация, насколько вот моя информация верна, да, вот мне понравилось то, что вот сейчас президент клуба Равшана Куляба, да, он полностью поддерживает Черышева в этом плане, и он не карт-бланш, а чисто доверяет тренеру, и работа с болельщиком говорится о том, что я привел этого человека, этот человек будет работать, и никто некомпетентен его убрать. Хотя после 3 игр, после 3 ничьих, да, вот сейчас бы, я работал бы, например, в Равшане, 3 ничьи, меня бы там скушали, сказали, давай уходи в отставку. Но руководство Равшана четко дало знать болельщикам, что мы его привели, мы ему доверяем, и никто тут кроме нас больше не решает. Я к чему это говорю, неважно то, что я ушел с Ригара, например, до меня Субхони покинул, Хосилот, да, Шухрат Шамсиев покинул, Старовшан, да. И я думаю, что еще какие-то отставки это будет, это однозначно, потому что, смотрите, 12 команд, не считая Паншера. Паншер в катастрофическом положении, потому что деньги не такие, квалификация игроков тоже не такая, хотя Паншер будет биться до последнего. И если вдруг какое-то влияние денег пойдет, да, команда тоже может преобразиться. Остальные клубы все ровные. Отрыв 2 первых мест, и Стекло, Вахш, за ними идет Равшан, там Ахаджент, там Исхата, ЦСКА подтягивается, да, небольшое. 2 удачные игры, и команда может пойти в тройку. И сейчас, что, каждый матч, который команда проиграет, что надо убирать тренера. Дайте доработать, дайте создать команду. Команда не строится за 4 месяца, за 2 месяца. А по уходу из клуба запросили компенсацию за разрыв контракта? Не, наверное, мы еще до этого не дошли. Знаете, во-первых, у меня очень хорошие отношения с директором клуба Рой Бали. Мы пришли к тому, без всяких этих разговоров, без всего мы общаемся, до сих пор созваниваемся, разговариваем, да, как дела, что, как, поэтому это, наверное, знаете, сейчас в наши клубы пришли деньги.
мало, больше, еще больше, это будет. Сейчас появятся агенты. Агенты будут продвигать своих тренеров, своих игроков, понимаете? И тогда я думаю, что когда агент будет продвигать своего тренера, тогда он подпишет такой контракт, что вот соседний Узбекистан. Подписывается контракт 2-2,5 года. Максимум 3 года, да? И если тренер не устраивает, там не пишется в контракте, если вдруг ты там неудачные результаты, контракт разорвается, там пишется контракт. И за эти 3 года клуб будет выплачивать всю компенсацию, которая положена по контракту. И попробуй только думай о том, что выгнать его, этого тренера, убрать этого тренера. Есть еще один большой момент, знаете, немножко так наболело, но не сказав, я это тоже не могу. Понимаете, квалификация легионеров, она оставляет желать лучшего в нашем чемпионате. По моему усмотрению, да. Смотрите, есть Не только в Ригаре. Не только в Ригаре, я имею в виду все клубы. Все клубы Таджикистана, которые в данный момент играют, больше 50% это не уровень легионеров, не уровень статуса легионера. Легионер должен быть на голову выше. Легионер, которому наши игроки должны подтягиваться, показывать тот уровень, статус легионера. Посмотрите, сейчас взять, да, вот, в Ригаре, да, Косым. Хороший защитник, мне нравится, да, он 20 лет, перспективный, очень устраивает. Поведение вратаря вызывает очень много вопросов. Если взять мою работу в Равшане, когда Гриценко пришел в команду, да, Гриценко это больше, чем полкоманды. Истеклол, вратарь, это Ятимов. Сейчас вот Мухридин, сейчас Стошич играет, да, равноценно, да, но это тоже 50% команды. Сейчас Вахш возьмите, Беланов. Очень хороший нападающий, и очень большое уважение у меня при всем своем возрасте, например, украшение нашего чемпионата, это Яворский. Капитан. Капитан, да. Да, там ошибка какая-то вот с Барчи, когда он ошибся, да, там не скоординировался, да. Но в целом очень здорово выглядит. То есть посыл такой, что нужно приглашать, если легионеров, то только вот такого уровня. Минимум. Да, если, опять же, если взять, знаете, соседний Узбекистан, да, там разрешено приглашать легионеров, пожалуйста, приглашайте, но, есть но. Если это игрок сборной, той страны, откуда-то он приезжает, да, за него не платится никакой компенсации, просто если он играл там определенное количество игр за сборную, его заявляют это потому, что игрок сборной. Если вы берете там игрока со стороны, который... не знаю, мы некоторых игроков здесь начинаем воспитывать азом футбола, да, потом они начинают играть в футбол, да, и этот игрок потом отсюда уходит, где-то еще начинает заигрывать, да. Если это игрок такого уровня, да, давайте, пусть клубы платят тогда федерацию, да, там, иную сумму за то, что вы такого игрока берете, не $500, а компенсация, когда будет побольше сумма, да, и клубы будут задумываться, брать нам этого игрока или не брать игрока. Понимаете? То есть вот такая идея, да, прям переплачивать за неквалифицированного иностранца. Да, потому что потом клубы будут думать, брать такого игрока или не брать такого игрока. Понимаете, здесь, когда уже ты возьмешь этого игрока, ты знаешь, что мы будем платить, и тогда лучше чтобы он раскрылся, да. Просмотреть его со всех сторон. К чему я сейчас говорю, смотрите, сейчас вы можете меня поправить, да, расширен список сборной Таджикистана. Так. Туда входит 52 человека или 59, да, я не помню. 55, по-моему. 55 человек, да. Если взять в целом те легионеры, которые находятся за пределами Республики Таджикистан, да, их там наберется, будем говорить, 15 человек, пусть 20 человек. Остальные это все игроки местного чемпионата, да. Если учесть того, что в каждом клубе 7 легионеров, из них хотя бы 5-6 играют в основном составе, да, суммарно посчитать, и 4 игрока, 5 игроков. 5 игроков из каждого клуба, да, 50-60 человек. Больше 50% кандидатов в сборную, это остатки, которые играют в нашем чемпионате, не учитывая легионеров. Стоит большой выбор, перед сложным выбором находится главный тренер, ему надо сейчас дать поддержку, да, что вот в такое состояние мы попали, да. К чему мы еще пришли вот на сборах?
играя с клубами Узбекистана. Мы сыграли с Динамо Самарканд, сейчас команда идет на втором, на третьем месте, да, мы проиграли им 4-0. С Шуртаном, с Машалом сыграли с казахской командой, и в конце мы сыграли с Субханом, да. Уровень мышления, мы отстаем. В плане мышления, сейчас я начал... Откровенно, по-моему, сейчас вообще неправильно, не тактично сравнивать наш чемпионат с Узбекистаном. Не, я не сравниваю, я категорически не сравниваю это, нет. Я хочу сказать о том, что мы забыли уровень ментальности наших игроков. Ментальность у нас на низком уровне, да. Если сейчас идет учеба у нас вот на лицензию ПРО, да, если мы ставили раньше во главу это техника, тактика, физика, да, и мышление где-то это все уходило там в сторону, да. Сейчас, если взять на 100% разделить, да, эти все категории, да, ментальность, мышление, это на первом месте стоит. Игроки не думают, игроки думают после приема мяча. Это наш пробел, да. И если взять чемпионат, если учитывать того, что очень много у нас африканских футболистов в нашем чемпионате, да, наш таджикский футбол из техничного футбола перешел в силовой футбол. Потому что эти африканские футболисты, они все-таки любители силового футбола, у них техника... Физика помощнее. Да, физика мощнее, поэтому здесь идет тот задел, который был раньше, когда еще те тренера работали, детские тренера, которые была основа, это техника, да, сейчас в основном идет физика, да. Вот это тоже наш пробел большой. Мы говорим, что вот детский футбол мы развиваем туда-сюда, вот это, да, мы развиваем, но не на должном уровне. Если бы возможно было вернуть время вспять, что бы вы поменяли в подготовке Регара к сезону, либо вообще что бы вы поменяли? Поменяли бы состав, пригласили бы некоторых других игроков. Что бы поменяли, чтобы не было такой ситуации, в которой оказался Регар? Наверное, знаете, все-таки я бы дал больше волю себе в плане того, что подбор игроков занимался тренер. Если, давайте вернемся 2 года тому назад, когда я был в Равшане, да, через меня прошло большое количество легионеров. На самом деле пришли легионеры, мы смотрели одних, потом прошел этап, мы других посмотрели, в итоге мы остановились на третьих, да. Это трата денег, но мы все-таки это делали. Когда я пришел в Равшан, там Гайрат Мирахмадов, он 4 игрока подписал в команду, больше никого не было. Это то, что было, да. Остальное мы крупулезно собирали. Но в конечном итоге подобрали очень неплохих легионеров в том сезоне. Да, это были хорошие легионеры. Если взять, смотрите, даже тот Мануэль Венга и тот же Мабах, да, которых мы поначалу в первом круге использовали в основном в дублирующем составе, да. Но потом ребята раскрылись, а сейчас играют в хороших Ваненго вообще не играл. Ваненго... Его хотели вообще отпустить, и вы ему отпустили, на сборах... С Нажмедином Талибом мы приняли решение, что мы его не отпустим. После пару товарищеских игр вы в нем раскрыли его скрытый потенциал. Да, так и было. Ну, а в Айдене мы вообще не сомневались. Айден очень квалифицированный игрок. Единственное, что он пришел с лишним весом, пока он это набрал. Да. Джозеф Акамади, это вообще украшение было Равшана, да, как он играл, все было здорово. Ну и вишенка еще, Гриценко. Ну, Гриценко, мы об этом говорили. То же самое сейчас сказать о Регаре, да, то, что, опять же, говорю, нельзя жить прошлым. Если что-то, например, ребята завоевали, выиграли Кубок Таджикистана, да, они за это получили деньги, на этом не стоит, да. За прошлые заслуги нельзя делать снова команду на этих игроках. Надо смотреть в будущее, надо смотреть. И смотрите, если честно, да, Кубок Таджикистана, да, выиграли, молодцы. 7-е место в чемпионате. Этот же состав. Была задача подняться выше, быть туда ближе. Это делается постепенно. Если прошлый год возьмите Вахш, был один состав,
да, потом во втором круге что-то изменилось, взяли, но сейчас состав Вахша, это мы сидели, разговаривали, вот даже с болельщиками Вахша, квалификация игроков из того состава, то, что был в том году, начинал, да, играет Исмаилов, играет Яворский. Остальные все игроки пришли потом. Вахш начал показывать результат, Вахш сейчас идет в конкуренцию со Стеклолом. Я думаю, что сейчас вот эта игра, да, то, что, например, даже это сегодня запись идет, например, мы не знаем, какая это классика будет. Равшан и Стекло. Как оно будет? Если Равшан обыграет и Стекло, значит, эта тройка уже отделяется. Эта тройка будет вести борьбу за чемпионство. Но согласитесь, если Равшан обыграет Истеклол, то чемпионат будет более зрелищным. Я об этом и говорю, что если Равшан обыграет Истеклол, эта тройка идет туда, и она будет бороться за первое, второе, третье место. Если проиграет Равшан, то будет Истеклол уходит в отрыв. Истеклол уходит в отрыв, да, с учетом того, что Вахш будет рядом, ну, борьба будет интересная. Да. Вообще, в общем плане, весь чемпионат идет интересный. Если мы будем продолжать ту же политику, например, да, клубы будут продолжать, федерация будет продолжать ту же политику, мы поднимем уровень нашего чемпионата. В любом случае. То есть уже сдвиги есть. Сдвиги есть большие, да, ну, вспомните, прошлые года, позапрошлые года, или еще, если взять лет 5 назад, уйти, да, и Стекло, ну, играя с любой командой, это 3, 4, 5 ничей, да, обыгрыш. Если какая-то команда удачно играет со Стекловым, там 2-1 проиграет или 1-0, все, вот, соперничество, борьба, это хорошо, да, вот вы сегодня навязали Стеклову борьбу. Сейчас посмотрите, 5 туров и Стекло 1-0. Да, на тоненького. На тоненького. Ну, это говорит о том, что другие клубы тоже стали расти, другие клубы тоже уже понимают ту работу, тренера понимают ту работу. Сейчас, если взять интересная ситуация по поводу, например, Исхаты и того же ЦСКА, да, стабильные, хорошие команды. Крепкие такие Крепкие середняки. середняки, да. Где-то что-то, если добавится, я думаю, что вот ЦСКА каждый год хочет подняться снова в тройку, да. Где-то, если какую-то изюминку они найдут, не однотипно. Однотипная игра, пусть не обижается, конечно, вот Шамс Касымов, Файзали Давлатов, да, это как братишки мои, да. Сейчас тренера будут изучать. Изучать, как играть против ЦСКА. Как поведет себя ЦСКА, если ЦСКА пропустит первый гол. Команда раскроется, как она поведет. Пока играет по сценарию ЦСКА. ЦСКА или забивает, или не пропускает, они играют строго в обороне, выбегают в атаку, все. У ЦСКА каждый год одна проблема, они сыпятся на втором круге. Нет, не думаю, что они будут сыпаться. Я имею в виду прошедшие годы. Прошлые годы у ЦСКА огромные проблемы именно были во втором круге. Ну и по поводу полей я тоже могу сказать, знаете, вот мы играли в Хадженте. Я подтверждаю то, что сказал Черевченко, да, например. Это Спартак? Да, отвратительное поле, на котором просто... Ну, какой там футбол будет? Там бей-беги, там мячик пнул туда, и там больше 3 пасов сделать невозможно, потому что не очень нехорошее поле. То есть Черевченко все правильно отметил И касательно по Казани. поводу качества поля я согласен с ним. А в нынешних кондициях вот этот состав, который есть у Регара, будет ли конкурентоспособен на турнирах АФК? Как минимум в 3-м турнире сыграют в Лиге Вызова, в Челлендж Лиг точнее, либо же пройдут, если квалификацию, то во второй Лиге Чемпионов. Я разговаривал, когда мы с Гойбали уже прощались, разговаривали. Он говорит, что я приглашу тренера туда-сюда. Я говорю, Гойбали, разницы нету, кого ты пригласишь. Если квалифицированный тренер придет в эту команду, требования будут те же, что и были у меня. Это строгая дисциплина, игра в обороне, игра в атаке, переход из обороны в атаку, да. Это все будет, и другой тренер будет требовать то же самое. Смотрите, на поле играет 11 человек, да, 1 вратарь и 10 в поле, да. Сейчас современный футбол при обороне, при потере мяча, да, идет игра от нападающих. Оборонительные действия, первые вступают они, да, в борьбу. В Регаре минус 4 игрока в обороне занимаются структурой оборонительными действиями, 6 игроков просто ждут мяча.
Это неправильно, я с этим был не согласен, поэтому недовольство было большое. Но и не смогли изменить ситуацию. Я просто не успел, наверное. Ну ничего. Отлично. Вы отметили, что вам не хватало вот этого связующего игрока, который мог бы связывать оборону с атакой. И у вас даже были кандидатуры на эту позицию, и вы отметили некоторых игроков. В идеале, кто бы подошел вот эту конструкцию? Ну, именно вот в этой конструкции, смотрите, Зуф. Абдурахман Нузимов. Абдурахман Назимов, это игрок Равшана. Это Амирбек Джурабаев, игрок из Стеклола. Это те люди, то же самое Эхсон Бабоев, это Вахши. Это те игроки, которые связывают оборону и атаку. Имеют пас, первый пас, точный пас. Вот это не хватило Ригару. Туир Рахимджанович, получается, что после того успешного сезона в 23-м году с Равшаном больше пока что-то не клеится. А давайте не будем забывать 22-й год, когда была успешная работа в Коктоше. Не, я имею в виду последний сезон. Я не имею в виду, что глобально не было ничего. Я имею в виду вот последний успешный сезон. Да, Коктош, прекрасно, отличная игра на Кубке, первая лига и так далее. Равшан тоже все отлично. Но после как-то... Бывают взлеты, бывают падения, понимаете? Не кажется ли вам, что вот это падение что-то какое-то затяжное? Затянулось? Да. Ну ничего, стрельнется когда-нибудь, ничего страшного. Это падение бывает у всех. Ну, я более чем уверен, что с вашей квалификацией, с вашим опытом, наконец-таки белая полоса настанет в вашей тренерской карьере, и эти дни будут не за горами. Огромная благодарность за то, что пришли к нам. Как всегда, вы открыты к общению с журналистами, не прячете ни одну тему, готовы обсуждать все, что угодно, и за это отдельное уважение, отдельная благодарность. Уважаемые телезрители, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Тугир Рахимджонович Муминов, тренер, бывший игрок сборной Таджикистана.